Мы в Казани находимся по приглашению очень многих средств массовой информации. Маданьят Джамга, Шахри Казань, Гоиля, Сюембике, Татарстан. Ну, в общем, 20 изданий, с которыми у нас сотрудничество, где мы делаем льготную подписку для пенсионеров, ветеранов. Вот. Они все нас, значит, одновременно, вот этот Татмедиа представляет, они нас пригласили для того, чтобы они уже все в курсе, наверное, вот самый такой в последнее время, я бы назвал это в татарском мире, такой доминирующей новостью, резонансной. Первое, значит, это создание в Москве Московского конгресса татарской общественности. И второе, это выпуск вот этой уникальной, резонансной такой книги «Мряжагат». Мы также поделились в этих средствах массовой информации о наших достижениях. Это и о 50 роликах ветеранов Великой Отечественной войны, которые мы на днях завершили. Вот мы у 50 ветеранов взяли интервью и с правдивым, достоверным рассказом про войну. Ведь сейчас очень многие хотят исказить информацию про войну, про эти события. К сожалению, вот за 3 года, пока мы снимали, 10 уже нет с нами в живых. Но у нас остались их 10 фильмов. И потом мы сделали 20 роликов на тему переписи населения. И вот, посмотрев вот эти 20 роликов, будет все ясно, и все вопросы с Башкирией, с мишарами, с сибирскими татарами, с православными, они все отпадают само собой. Вот в этой книге в честь 100-летия Татарстана взяли 100 человек. Вот эти 100 человек, которые истинно до глубины понимают, что такое татарский мир, что такое татарская нация, какое у нее было прошлое, куда она движется. Вот истинно идеологически, внутренне таких людей, как мы начали, мы их полгода искали, оказалось не так много. Ну, в основном это академики, профессора, это Индус Тагиров, Фандас Сафиуллин, Ринат Сайфиевич, там многие очень известные наши классики, писатели, поэты. Но, как мы выяснили, и писатели, и поэты не все до конца понимают вот эту глубину татарской проблемы. Не все понимают. Поэтому мы взяли несколько обычных рядовых учителей из школы, много философов там у нас. Значит, на наш взгляд, лучшие поэты, лучшие стихи. И вот сейчас эта книга находится у нас в издании, должна она через 2 недели появиться. В июле месяце, где-то в начале августа, мы сейчас собираемся сделать презентацию. И вот это мы вчера обсудили в Татар-информе, значит, пресс-конференцию будем делать. И также будем делать такую расширенную презентацию. И нас очень ждут, поскольку интервью дали татарские вот эти мыслители из Уфы, Москвы, Санкт-Петербурга. Мы хотим эту презентацию обязательно, конечно, провести в Уфе и также в Москве. Вот, поэтому вот сегодня здесь выступает Роберт Искандерович, значит, Нигматуллин. Он также внес свой вклад в эту книгу. Мухтарам Джамаат, с моей фамилией в таком зале выступать. Это в моей жизни всегда событие. Это будет книга «Резонанс». Такого в татарском мире еще не было. Это будет настольная книга для всех профессий, для всех возрастов и на все времена. Учитывая наши отношения с тюркским миром, мы также в штабе присутствия председателей общественных организаций, тюркских организаций, много это обсуждали. Теперь мы хотим эту книгу, значит, перевести на латинский язык. И у нас было принято решение нашим советом аксакалов из 5000 экземпляров тираж довести до 10 тысяч. Это первая вот эта партия, которая пойдет всем председателям, значит, татарских организаций, движений, главам администрации, редакторам газет. Значит, вот сразу же мы 500 книг отправляем общественникам и общественным организациям Башкирии татарским. Вот такие 2 резонансные новости, о которых мы вот 2 дня делали, значит, репортаж. Мне очень приятно, что средства массовой информации Казани так живо и горячо интересуются деятельностью нашего штаба.
У нас, конечно, много выходцев из Казани, но основная масса татар в штабе татар все-таки это нижегородцы, Самара, Ульяновск, Пенза. Но самые активные, самые нам такие, значит, идейные, конечно же, патриоты, выходцы из Казани. У нас у всех ждет такое у нас ЕГЭ, мы называем. Это перепись населения, это наш итог, это наш этап, это наш, значит, пересчитать ряды называется. Мы к этому очень серьезно готовимся. Вот эти ролики наши выпустили. Вот эту книгу «Мряжагат» мы также выпускаем накануне переписи. И она тоже будет большим толчком, большим рычагом идеологическим в плане разъяснительной работы по переписи населения. Мы собираемся посетить Петров дни. Это православные татары. Мы собираемся в поездку в Тюмень к сибирским татарам с разъяснительной работой. И, конечно же, будет огромная работа проведена в интернет-пространстве. Поскольку у нас достаточно большое количество подписчиков, у нас большой охват, значит, интернет-пространства, мы очень серьезно к этому подходим и будем заниматься переписью населения, просить наших друзей. Наши друзья должны разговаривать со своими родственниками, соседями, младшими братьями, племянниками. Это такой, как сетевой маркетинг, такая огромная должна быть, значит, охват, идеологические убеждения, охват такой, значит, охват татар. Но в это же самое время мы хотим не забыть и про качество. Это касается Башкирии. Очень важно не и количество, но и важно, какие эти татары, почему они записались татарами, значит, знают ли они татарский язык, насколько они в душе, в сердце мыслят по-татарски, какой у них дух татарский. Вот этому тоже мы уделяем огромное значение. Ну, что касается нового вот создаваемого Конгресса, теперь мы уже, значит, со всеми поправками вышли на финишную прямую. Ждем где-то вот в августе вот это документы по Конгрессу. Организационное совещание мы уже несколько раз провели. Идет сейчас тщательный подбор. Руководящим органом Конгресса Московского будет координационный совет из 15 человек. Вот мы тщательно сейчас подбираем этих людей. Что значит Московский конгресс? Это значит новый, совершенно другой этап ответственности, этап деятельности, это уровень деятельности другой. Это мы хотим каким-то быть форпостом для Татарстана и Башкортостана в Москве. Это значит привлечение инвестиций, продвижение экономики, рокировка кадров, значит, продвижение рационализаторских предложений в производство, каких-то научных открытий. Огромный хотим сделать вклад в сельское хозяйство, в животноводство, значит, по обмену опытом, по внедрению современных технологий. Поэтому Конгресс Москвы будет очень многогранен. Там будут и гранты, мы обучать будем студентов, будем сотрудничать со всеми посольствами, представительствами. Мы войдем в ассамблею народов. Это будет другой подход. И вот посмотрите на нашем сайте, там будут первоочередные, самые актуальные задачи сегодняшнего татарского мира. Где-то вот они будут основные сформулированы в 20 пунктах, которые мы сегодня же хотим сделать. Мы не хотим заменять ВКТ, полпредство. Мы хотим охватить те области, те направления деятельности, которые не задействованы. Мы хотим привлечь тех людей, которые не были задействованы. Это общественники, писатели, поэты, которые будут ходить по нашим татарским классам, с татарскими студентами, значит, общаться. У нас запланированы поездки в 20 основные города России, субъекты, где компактно проживают татары. Это Ульяновск, Самара, Оренбург, Екатеринбург, Тюмень. Вот главное направление деятельности вот на эти города и на территорию Башкирии к татарам. Вот такая у нас первоочередные задачи. Смотрите наши сайты. От всех мы сейчас в связи с созданием нового конгресса мы ждем новых идей, новых предложений. Так что мы для общения открыты, ждем от вас новых
инициатив.